Здесь сказано: нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммед, как это пишется, последнее слово пророк. Я нарисую его и нарисую нож у него в руке. Его усы выглядят неплохо. А что это? Это ИГИЛ. Это ИГИЛ. А что это? Как пишется езиды? Езиды. А что это за игиловец? Абулейд. Абулейд рубил головы. Он действительно рубил головы. Это была его работа — рубить головы. Я была у него дома неделю. Он забрал себе дочь сельского главы из Кочо. Кто эта девушка? Кто угодно. Езидская девушка. Да. Это может быть я или кто-то постарше. Кто угодно. Аллах благослови Мухаммеда. Погода в нашем регионе была чудесная, особенно весной. Все вокруг было в зелени, сады, абсолютно все. Моя жизнь была просто прекрасной, пока в Шингал не пришли боевики ИГИЛ. Я училась в школе. У меня были папа, мама, братья и сестры. Хотя мы не были богатыми, наша жизнь была прекрасной. Буквально за ночь боевики ИГИЛ захватили Мосул, второй по величине город в Ираке. После Мосула последовало молниеносное продвижение вперед. Города и поселки сдавались один за другим. Я помню то время, когда они вошли в Мосул. Люди говорили об этом. Что-то было размещено на Фейсбуке. Не верила, что они когда-нибудь придут в Шингал. Они вошли в Шингал 3 августа. У них были бороды и длинные волосы. При одном их виде становилось жутко. Они сказали нам: или вы станете мусульманами, или мы убьем вас. Мы ответили, что мы не хотим быть мусульманами, что мы просто хотим уйти. Они силой отделили нас от наших матерей и сказали, что привезут их после обеда. Но мы их больше никогда не увидели. Они собрали всех нас в школе. Женщины и девочки находились на верхнем этаже, а мужчины и ребята внизу. Мы услышали выстрелы в школе. Много выстрелов. Мы подумали, что всех наших мужчин и ребят убили. Все, у кого были сестры, вцепились в них и кричали: «Я не оставлю свою сестру». Нас растаскивали силой. Было очень страшно. Мы были очень напуганы, пытались бежать. У моих родителей болели спины, но, несмотря на это, они несли 2 детей. Той ночью остановили нас, преградив путь 30 автомобилями. Они стреляли в землю рядом со мной, а потом меня схватили. Они отделили женщин от девушек. Было около 100 девушек. Многие были очень красивыми. Они забрали их в Сирию. Мы вместе садились и плакали не один раз, а я даже не знаю их имен. Я не хочу, чтобы они меня узнали.
Я не хочу, чтобы они делали больно моим подругам, которые все еще там. Знаешь, нас там больше мучили, когда девушки начинали рассказывать. Я была в Раке. Я даже не могу говорить о том, что видела. Когда я вспоминаю, я чувствую, что задыхаюсь. И тогда я снова хочу себя убить. اليوم سوق السبايا اليوم سوق وما ملكت ايمانكم اليوم التوزيع باذن الله عز وجل كلنا نصيب والله يا رجل انا ادور ان شاء الله يعني واحد يهدي لي وحده اليوم سوق السبايا لازم ناخذ Это не люди, это дикари. Там были 7, 8 и 9-летние девочки. А мужчинам было по 20, 25, 30, 50 лет. Они сделали это с 10-летней девочкой. У нее были связаны руки. Как она могла этого избежать? Они были очень агрессивны и домогались девочек раз по 10 в день. Боевики брали девушек после того, как им исполнялось 15. زيديه سبيه تقدر عليها وارد من يبيع انا ابيع ليش انا ثلاث ورقات المسدس تختلف اذا زرق يختلف ابيعك بكلوك خمس ورقات حسب الورقات اذا كانت عمرها لازم نشوفها انت لازم نقلبها نقوي يعني نقوي خمسه العشيه باشه نه ویژه بذار برهونه کی داره نه چی بود باشه تلفن اخو نگره Они продавали меня друг другу 5 раз. Я бросилась в ноги к его матери и сестрам. Просила, умоляю вас, не делайте этого со мной. Я сделаю все, что вы хотите. Я хочу только защитить свою честь. Они отказали. Их женщины хуже мужчин. Я сопротивлялась, но он добился меня силой. После этого я была в отчаянии. Они говорили: ты думаешь, мы тебя похороним? От нас не убудет, если мы отдадим тебя собакам. Меня продали второму мужчине в Мосуле, в Ираке. Он избивал меня, запирал меня в комнате на 4 дня. Он продал меня тунисцу. Тот приехал забрать меня, схватил меня за волосы и вытащил наружу. Впихнул меня в машину и увез в Сирию. Иногда он уходил воевать и не возвращался несколько дней. Воевал, пока не получил ранения. Рана начиналась от промежности и захватывала ногу. Доктор сказал ему: не делай этого, это вредно для твоей ноги. Но он все равно продолжал меня домогаться. Меня перевезли в Дабик. Там они изготавливали реактивные снаряды. Я спросила: раз вы продаете нас друг другу, то почему ты не продашь меня моей семье? Он сказал: я никого не продам езидам. Потом мне пришла в голову идея. Я соврала. Среди них есть мусульманин. Моя сестра вышла за него замуж перед войной. Я обманула его, чтобы спастись. Моя семья выкупила меня за $10 000. Я много плакала, когда вернулась и не застала дома родителей. Раньше нас было 12 человек, а сейчас 8. Я хочу вернуть свою прежнюю жизнь.
Хочу, чтобы мое будущее было таким же, как прошлое. Хочу иметь друзей, жить нормальной жизнью. Ведь когда-то мы были по-настоящему счастливы. Мы обыскали дом и нашли мобильный телефон в гардеробе. Мы дозвонились до одного человека, и он сказал нам, что вышлет машину из Мосула, когда мы убежим. Было 3 часа ночи. Двери были заперты. Оба охранника спали внизу. Мы втроем открыли окно. Какое-то время мы бежали, потом переоделись в черные платья, позвонили водителю. Мы оставались там до утра. Водитель приехал и забрал нас домой. По правде говоря, я просто жду, что однажды все остальные вернутся. Я молюсь за них. Я постоянно была рядом с хозяйкой дома. Все время сидела в комнате. Просила ее выпустить меня на улицу ненадолго, в ее сопровождении. Она пошла со мной на улицу. Потом велела мне выходить с ее дочерью. В тот же день, после полудня, я сбежала. Я шла одна по шоссе. Я была наедине со своей удачей. Я могла наткнуться на негодяя или на хорошего человека. Я шла, пока какой-то человек не подхватил меня и не отвез в Турцию. Мой дядя приехал в Турцию забрать меня. Я увидела их перед дверью, когда сидела в машине, и была на 7-м небе от счастья. Я все еще не могла поверить, что я вижу свою семью. Но проблема в том, что внутри я не чувствую счастья. Я все время думаю. Хотя я уже далеко от них всех, хотя я не могла отвечать там за свои поступки, я все время буду размышлять об этом и не смогу стереть происшедшее из головы. Я пытаюсь воскресить в памяти свои лучшие воспоминания, но не могу. Как бы я ни пыталась, у меня не выходит. Я мечтала стать врачом. Но теперь я ни о чем не мечтаю. Я просто хочу быть с моими родителями. Я даже не могу завести друзей. Я не могу общаться с девушкой, если она не прошла через то же, что и я. Ее зовут Минар? Да, это Минар. Здравствуй, Минар. Как у вас дела? Они отвезли нас в Меджадин. Места хуже некуда. Готово? Здесь я, Джамиля и Авина. Все. Раз уж вы спасаете людей, то, может, и ее спасете? Она не сказала, может ли она выходить на улицу. Не сказала. Эти скоты не дома, все ушли. Это телефон девушек, а не боевиков. Они все одинаковые? Да-да. Лучше взять эту с бородой. Я ваша слуга навек. Есть. Как его зовут? Ферхат Мирза Ибрагим. Храни вас Господь. У него 2 сына. Он женат около 5 лет. Он молод. А что с его женой? К счастью, ее не схватили. Она говорила, я хочу быть с ним. Я отвечаю, помилуй тебя Бог. Если бы схватили, они убили бы тебя. Я не пришел. Алло? Меня зовут Абу Шуджа. Я из Шингала. Я езид. После того, как бандиты исламского государства ворвались в Шингал, они захватили около 5000 мужчин, женщин и детей.
Такие вещи происходят с людьми в 21 веке, и нет никого, кто мог бы спасти их. Весь мир наблюдает. Поэтому теперь мы защищаем себя сами. У меня свои люди по всей территории ИГИЛ. Я инструктирую свою группу в городе, из которого мы выводим людей. Планирую время проведения операции, место, куда они привезут спасенных до того, как доберутся до безопасной зоны. На территорию ИГИЛ заходил 15 или 20 раз. На данный момент я спас почти 200 детей, женщин и девушек. Здравствуй, Халиде, как дела? Думаю, тебе надо знать это. Твой отец вчера был у меня, но ты должна сказать игиловцам, что я твой дядя. Я уже не одну девушку освободил из того места, где ты сейчас. Вчера вытащил оттуда 2, они сейчас едут домой. Я буду с тобой говорить и рассказывать все, что нужно, не бойся ничего. Это мои двоюродные сестры. Я не могу их спасти. До сих пор не смог узнать, где их держат. Из-за них я начал заниматься этой работой. Во время своих первых миссий я был немного неопытен. Первой на моем счету стала операция по вызволению девушек из дома австралийца, боевика. Там были женщины и 2 мужчин. И с ними 7 девочек. Я получил нужную информацию, как они покидают дом, когда... Мы узнали, что мужчины ушли на 3 дня. Они отправились воевать в Дер-эз-Зор. Раньше я не был в Раке. Он был похож на город-призрак. Он вселял ужас. Они отрубали мужчинам головы по 3-4 каждый день и вешали этих людей на стенах города. Живущие там люди лишились воли. ИГИЛ вселил в них страх. Хозяйка дома, австралийца, позволила нам освободить их. Она так поступила не потому, что была хорошей или доброй. Она разрешила нам спасти девочек, поскольку боялась, что ее муж возьмет их в жены. Идти дальше мы не могли. Получили информацию, что боевики нас ищут. Мы сняли дом в 50 метрах от них. Наши действия вызвали переполох в Раке. Они искали везде, но так и не догадались, что мы в соседнем доме. Мы поместили 4 детей вместе с девушками в машину и увезли их из Раки. Это неописуемо. Я никогда не испытывал ничего подобного. В тот момент мое тело было парализовано. Я был не способен смеяться или плакать. Я чувствовал, как будто все эти земли — моя собственность. Наши действия получили большой отклик. Сами люди заставили меня продолжать эту работу. Заставили девушки, которые рассказывали мне свои истории. Заставили родители, навещавшие меня. Я видел много печальных ситуаций. Не было ни одного легкого случая. По их словам, в Коране сказано, что 9-летняя девочка не мусульманка, это их рабыня. Мухаммед имел 9-летнюю для себя. Это рабыни. Игиловцы открыли рынок 1,5 месяца назад. Всех пронумеровали и выслали военным по WhatsApp. И сказали, рынок рабов открыт 3 дня. Если хотите, покупайте. Номер 7, номер 13, номер 17. Она с детьми, номер 5. С детьми, номер 15. Номер 14, у нее 7 детей. Здесь 6. Номер 1 с ребенком. Она и 2 детей, номер 9. Номер 10, 1. Номер 4. Номер 19 с детьми. Номер 6. Номер 11 с детьми. Номер 3 с 2 детьми. Номер 8, 1. Молодые, красивые, дорогие. Женщины с детьми дешевле.
عبد الله فوق شو اسوي فوق؟ فوق مكسرين تكسير ما في لا شيء ولا شيء تحت مدايسين فوق مكسرين بالله عليك لا تسوي هيك تسوي هيك زبالة كسرها ايوه لك اهلين اهلين العب اهلين دولة الاسلام تكبير Передо мной никого не должно быть. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين آمين. Где ты этому научился? Я? У ИГИЛ. Висам, что случилось, когда люди из ИГИЛ забрали тебя из деревни? Они отдали нас другим людям. Это был дом, ферма. Там были только мужчины. Они были из Сирии. Они только приехали из Сирии. Мама, я присоединил его и сделал вот так. Если ты не пойдешь со мной, мы отдадим вас в ИГИЛ. Они будут вас бить. Они научат вас молиться. Давай поиграем. Меня продали мужчине из Алжира за $4500, а он продал меня сирийцу почти за 5 с лишним. Что они говорили тебе в Сирии? В Сирии они нас били. Они били меня. Потом они связали меня и отнесли на люк танка. Почему они тебя били? Я не знаю, почему. Они велели тебе читать Коран? Да, кому не разрешил. Кто он? Это был наш родственник, он был с ними. Он не разрешал мне читать Коран. Ты говорил, что бойцы ИГИЛ отрезали ему голову. Да. Как они это сделали? Они наступили ему на голову. Я не хотела, чтобы меня разлучали с сыном, но они брали его с собой, куда бы ни пошли. Так они не давали мне сбежать. Они говорили, мы обучим его стрельбе и исламу. Ему промыли мозги. Он научился обращаться затвором, целиться в своих друзей и угрожать им, что убьет. Но внутри не было патронов, иначе он их застрелил бы. Они говорили ему, ты слуга исламского государства, ты должен служить ему, есть только одно настоящее государство. Что ты сделал с кроликом? Что? Что ты сделал с кроликом? Я отрезал ему голову. Папа, принеси мне автомат. Иди туда и покажи нам то, о чем говоришь. Да, сходи сам, а то мы в этом не разбираемся. Мама, я буду стрелять по-настоящему. Мне выстрелить? Стреляй, убей меня и Сару, сделай нас свободными. Нет. Вот так. Я положу эту подушку на ту. Они делали так же с шинами. ИГИЛ делали вот так. Если бы я стрелял, никого из вас здесь бы не осталось. И сзади никого бы не осталось. Понятно? Теперь я их всех убью.
Ты когда-нибудь видел пулемет ДШК? Я выстрелю тебе под ноги. Ты когда-нибудь видел пулемет ДШК? Ну да, видел. Понятно. Что больше, этот автомат или ДШК? ДШК. Это такой большой пулемет. Он был на машине. Что они делали, чтобы он двигался? Что? Сейчас покажу. Там было что-то вроде руля. Ему можно было направить вверх и целиться в воздух, чтобы сбивать самолеты. Он менялся. Они не разрешали мне подстригать его. Говорили, ты отрастишь себе волосы, а когда подрастешь, отрастишь и бороду. Они отвезли его в свою штаб-квартиру, чтобы выучить арабскому. Когда он вернулся, то не помнил, как говорить по-курдски. Я была очень расстроена. Они сказали, что им нравится мой сын. دولة الإسلام باقية دولة الإسلام باقية دولة الإسلام باقية دولة الإسلام. Я ничего не могла поделать. Когда я говорила ему, чтобы он не вел себя так, как они, он плакал и снова бежал к ним. Они били меня кабелем. Складывали длинный кабель пополам и били меня им. У меня все тело было в кровоподтеках. Сплошные синяки. Вот, посмотрите. Такие ушибы у меня на всем теле. У меня был номер. Я скрыла, что это номер моего мужа, и сказала им, он мой двоюродный брат. Муж попросил их продать меня ему. Он сказал, что заплатит с лихвой. $20 000. Он заплатил за меня и спас меня. Я плакала от счастья. Мы так долго не виделись. 9 месяцев. Он плохо ведет себя. Мы не можем его контролировать. Он стал читать Коран по утрам, как проснется. Произносит «Аллах Акбар! Да здравствует исламское государство!» Я заставлю его забыть. Я не хочу делать его запуганным. Он всего лишь ребенок, и мы должны быть добры к нему. Я даю ему 1000 динаров и отправляю в магазин, чтобы он купил себе что-нибудь. Я не хочу, чтобы он говорил по-арабски, и он уже перестал. Я верю, что он забудет, если мы таким образом продержимся месяц. Прошло 15 дней с тех пор, как мы вернулись, и он уже кое-что забыл. Я с нетерпением жду следующей операции. Больше люблю опасные места. Они интереснее. Простые не так хороши. Аллах Акбар. Некоторые думают, что боевики ИГИЛ очень умные, а я считаю, что они глупые. Ее звали Небрас. Она сказала человеку из ИГИЛ, что я ее дядя. Я попросил ее дать трубку этому саудовцу из ИГИЛ и велел ему присматривать за Небрас. Сказал, что он несет за нее ответственность. Мужчина мне ответил, она утомлена и со мной неприветлива.
Я ему говорю, дай ей трубку, я как следует ее отругаю. А ей я сказал, послушай, он хороший парень, если ты снова нападешь на него и расстроишь, если ты не будешь приветлива с ним, я приеду в Раку и преподам тебе урок. Веди себя хорошо. Я сказал все это на арабском, и мужчине это понравилось. Он сказал мне, считай меня за своего брата, если тебе что-то нужно, дай мне знать. А я ответил, 3 ее двоюродных сестер живут неподалеку. Она расстроена, потому что осталась без родных. Отвези ее к этим девушкам, и пусть она останется с ними на пару дней, чтобы взбодриться. Он ответил, считай, что уже сделано. Завтра я уеду на 2 дня. Я сказал ей, завтра в 12 часов этого человека не будет дома. Я вызволю тебя. Я забрал всех 4 девушек и вывез их в Турцию. Он позвонил мне в час и сказал, Абу Шуджа, Небрас исчезла. Я закричал, ты же отвечал за нее? Я же тебе ее доверил. Что ты сделал? Найди ее. Он перезвонил мне через час и сказал, брат, я искал везде, но не смог их найти. Я ответил, Небрас только что позвонила и сказала мне, что Абу Тальха похитил их, чтобы продать на базаре. Абу Тальха был по-настоящему опасным человеком. Он отправился к Абу Тальхе и спросил о девушках. Тот ответил ему, что он не видел никаких девушек. И тогда он позвонил мне и сказал, Абу Шаджа, если я поймаю тебя, то отрежу тебе голову. Со мной еще никто так не шутил. Когда он звонил, я притворялся, что не слышу, и повторял «Алло, алло». Он вешал трубку. Я раскрутил его до 3000 за телефон. Наконец, я перестал отвечать на его звонки. Мы познакомились на свадьбе. Понравились друг другу, разговорились. У нас были отношения в течение 5 лет. А потом он попросил моей руки. Мы поженились. Родились дети. Мы живем вместе уже 20 лет. Мы познакомились с ним на политической встрече в Дахуке. Узнали друг друга. Мы были вместе год. Потом поженились. Наша жизнь необычна, потому что сам Осман необычный человек. Мы могли бы жить спокойно, как все люди, ничего не боялись бы, нам бы не угрожали. ИГИЛ пообещали $500 000 любому, кто предоставит информацию, поймает меня или приведет к ним. Я совсем не жалею. Сначала боялся, потом привык. Сейчас я думаю, что это не важно. Что бы ни произошло, меня все равно ждет смерть. А она бывает 1 раз, не 2. Проблема, если бы смерть приходила 2 раза. Лучше умереть храбро и с честью, чем с позором. Вообще целью его работы благая. Это очень хорошо. Но с другой стороны, он все время в опасности. Когда он спас первых 7 девушек, то привез их к нам. Одна из них оставила свой телефон в доме человека из ИГИЛ. Номер Османа был в том телефоне. Нам стали угрожать. Из-за этих 7 девушек нам пришлось сменить адрес. Порой, когда мы одни, мы говорим друг другу, хотелось бы, чтобы он никогда не занимался этой работой. Мы были бы счастливее. А он отвечает, я буду заниматься этим, пока ситуация не изменится. Что нам делать? Мы все от него зависим и должны за ним идти. Если мы скажем «не спасай их», то возьмем грех на душу. Он единственный, кто может вызволить их из рук безбожников. Как сейчас обстоят дела? Я выслал туда группу, но они не могут пересечь границу. Я поступаю несправедливо со своей семьей. Не могу проводить много времени дома из-за поездок. Уезжаю, держу их в напряжении. Но все равно они гордятся мной и говорят, ты делаешь все это, защищая нашу честь, наших детей. Все они наши дети. Он выполняет свою работу. Однако, если ему становится грустно, мы тоже грустим. Но если у него все выходит и он рад, мы тоже рады. Мы спрашиваем, что ты сделал, что произошло, вопрос решен, они в безопасности или нет. Мы тоже в курсе. Мы не просто семья, мы также друзья. Как ты, брат? Все в порядке? Ты знаешь кого-нибудь в Топка? Я им дам адрес, она поедет туда. Кто-нибудь может забрать девушку оттуда? Мужчина ушел сражаться, сегодня у нее есть возможность убежать.
А можешь еще вот это принести? А, тут еще столько посуды. И спроси ее, она в Топка или в деревне. Ее зовут Манал. Пусть она держит в руке белую ткань. Расставание так сложно. Да, не говори. Столько лет мы вместе. Мы так привыкли друг к другу. Да, как больно разлучаться. Жить вдали от семьи. А тем временем дети вырастают. Спроси у них, обед готов? Папа, обед готов. Алло, как ты, брат? Все в порядке? Джилаль дал мне твой номер. Ты сможешь перевести наших детей через границу завтра вечером? Это только одна семья. Там 4-5 детей, один постарше. Мать или кто-то из старших могут их нести. Я совсем не мог спать последние несколько дней. Получалось спать только по 3-4 часа. Если ты год чего-то добиваешься, преодолеваешь препятствия, делаешь эту работу и много страдаешь, то невозможно описать, что ты чувствуешь, когда достигаешь цели. Она подошла и взяла меня за руку. Сказала, чтобы я не боялась. Назвала его имя, и я пошла с ней. Я выбросила черную одежду по дороге. Мы вышли из дома утром. Она все еще была в Топка. Вы были спасены от этих безбожников. Мои мысли не давали мне спать прошлой ночью. Из-за вас я не могла спать 100 ночей. Я за вас так боялась. Кушайте, кушайте. Слава Богу, вас двоих спасли. Надеюсь, остальных тоже спасут. Сожги эту одежду. Аллах Акбар. Ваше здоровье, ИГИЛ. Я много раз был ошеломлен тем, что делаю. Иногда я думаю, что у меня слишком много мыслей в голове. Я под большим давлением и больше так не могу. Но потом я прихожу в себя.
Я спас около 380 женщин, детей и девушек на сегодняшний день. Не могу назвать точную цифру, но я думаю, в плену осталось 2700-2800 человек. Мама, смотри, какие красивые ножницы. Только не надо так резать. Так ты себе пальчики поранишь. И что ты об этом думаешь? Собака лает. Мне не только угрожают, меня ищут. Так сказали те, кого я спас. Угрозы начались месяц назад. Я сказала Абу Шуджа, что смерть – это не беда. Мы боимся ИГИЛ. ИГИЛ – это животные. Они не люди. Их ничего не волнует. Каждая девушка, которую он вызволил из рук ИГИЛ, говорила, его имя, его номер, его фото – все это у них есть. Они рассказывают, что в ИГИЛ говорят, если мы схватим кого-нибудь из его семьи, их пытки будут вечными. Я выкурю сигарету. Если кому-то угрожают, его семья тоже под угрозой, так как они знают, как это будет тяжело и больно, если что-то случится. 10 членов моей семьи уедут. Дети и одна из моих жен. Я решил не разделять детей и их матерей. У моей старшей жены больше детей, у моей младшей 3. Я могу присматривать за ними и обеспечить их безопасность. Это очень трудно для меня, потому что я и мои дети, моя семья, мы будем разделены на очень долгое время. Она останется. Я поеду. Мы оказались в такой ситуации. Нас не так много. У меня 3 детей. Я их мать и останусь с ними. Наши жизни связаны. Если он не уезжает, я тоже не хочу. Я останусь ради него. Позволим ему спасать девушек. Это никогда не закончится. Это будет продолжаться вечно. Я избрал этот путь. Пусть будет хоть по 100 угроз в день, я все равно не сдамся. Мы бы не покинули Ирак, если бы нам не пришлось. Никто из нас бы не поехал, даже если бы к нашему дому подали самолет. Нет ничего сложнее, чем покидать родину. Ты родился здесь, ты жил здесь. Но теперь люди вынуждены это делать. Они обречены искать убежище в другой стране, нелегально или другими путями. Я говорил тем, кто собирался за границу, не надо ехать. За границей мы не впишемся в чужую среду. Мы не будем, как люди из Германии, Франции, Бельгии, Дании. Но теперь и я вынужден. Думаю, мы поедем завтра. Нелегально, конечно. Я ничего с собой не возьму, только еду и воду. Я думаю, мы будем идти пешком. Пусть будет так. Неважно, как тяжело нам придется. Главное, мы будем свободны от ИГИЛ. Это нужно для того, чтобы сохранить жизни наших детей. Я все им расскажу. Я расскажу, мы убежали из Шингала в Ирак, когда вы были маленькими. Они забирали девушек, убивали стариков. Девушки и дети погибали в горах. Когда мы снова вернулись в Ирак, то бежали в Турцию. И потом еще раз бежали из Ирака в другую страну. Я скажу, ваш отец спас их. Он рисковал своей жизнью и рисковал нами, пока мы не приехали сюда. Вам нужно обдумать поступки отца. Вы должны знать, кем он был. Подумайте, что вы можете сделать, и сделайте это. Не прячьтесь за чужими спинами. Вашим отцом был Абу Шуджа. Что, уже пора? Да, время пришло. Мы выезжаем.
Осман, дорогой. Ты поступаешь правильно. Не бойся за нас. С нами все будет хорошо. Я ничего им не скажу. Они сами будут помнить то, чему были свидетелями и через что здесь прошли. Я хочу, чтобы мой сын говорил правду. Мой отец делал эту работу. Он ценил своих людей больше, чем собственную жизнь. Годами он служил людям. Служил, спасая тех, кто страдал и был в плену у исламского государства. Не знаю, доживем ли мы до тех пор, когда они вырастут. Держитесь друг друга, заботьтесь о друг друге. Храни вас Бог. من بو از عاشقی تما حیرانا وانچ